Насчет витамин, тоже девушки, этим самым женщины молодые увлекаются. Я читал их чек, лист на что-то, по 500 000 они в месяц тратят на всякие эти витамины. Витамины – страшная вещь. Я когда работал со сборной Советского Союза по лыжным гонкам, то ребята бегают 50-100 километров в день, тренировочка такая, не слабая. Так им питание, которое давали, конечно, не хватало там овощей, фруктов, чего-то такого не хватало. У них великолепная в сборной России, Советского Союза тоже аптека. Ну, вот этих именно и добавок, и всего остального. Я просто тренером разругался, когда видел, что он втихаря что-то подливает ему... типа наркотика функционального, просто ничуть не убил его. Так вот, я занимался витаминами и понял, что каждый витамин надо изучать. Ну, А, Б, С, Д, что там, Е. Они имеют свою формулу. 0,0001. Если ты съешь 0,002, у тебя может быть гипервитаминоз. Ты можешь бить себе иммунную систему, получить какое-то иммунное заболевание. Ревматоидный артрит, бронхиальную астму, тоже болезнь Бехтерева. Потому что с витаминами надо быть очень осторожным. Но ребята, когда бегают по 50-100 километров, простая еда им не хватает. Их действительно надо подкармливать такими препаратами, которые усваиваются. А когда ты просто ешь витамины, какие-то БАДы ради похудания, на чем ты экономишь в еде, это ошибка. Они в этом потом разочаровываются, но не поймут, почему у них вдруг все заболело. И оттуда посыпался, отсюда. Это мода.